Словно машина времени, на железнодорожную станцию в Назрань прибывает ретро-поезд «Победа». Этот состав невольно переносит всех назад, в прошлое. Вот так встречали солдат с войны. Играет гармонь. Все пустились в пляс. Для зрителей воссоздали настоящую атмосферу победного мая 1945 года. Почувствовать горесть утраты и радость победы, когда на полях затихли сражения, а отцы, сыновья и братья вернулись домой. Посмотреть представление и ретро-поезд на ЖД-вокзал в Назрани приехал и глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов выразил благодарность организаторам мероприятия и отметил: нельзя и невозможно потерять связь времен, преемственность наследия великого подвига советского народа. К чему приводит такая потеря, видно на примере Украины. Особенно символично, когда, как и в те года, 40-е, и победу, которую принесли наши прадеды и деды, сегодня наши воины продолжают искоренять нацизм, я бы сказал, фашизм. Потому что мы понимаем, что ненависть к человеку, ненависть к определенной национальности, группе – это неприемлемо в человеческой жизни. Ни одна религия не позволяет этого. Она защищает и говорит защищать жизнь. Кроме Всевышнего, жизнь никто не имеет права отнимать. Мы должны сегодня осознать то, что у нас продолжается бой. Он никогда не останавливается. Кто следил за политикой? Нас любят на Западе, когда мы слабы. Они нас и любили. Но когда им казалось, что все, с нами покончено, мы, как феникс из пепла, восстаем, приводим свою страну в порядок и наводим там тоже порядок. Я всегда говорю, пришли поляки, чуть ли не в Кремле в 612 году находились, в Польшу, пришли в Варшаву. Пришел Наполеон, мы пришли в Париж. Пришел немец, мы пришли в Берлин. Так и будет всегда. Нам завещали эти наши предки. Но сегодняшний день особо важный, потому что я вот смотрю на молодых людей и спросил руководителя Сергея Александровича, говорю, это ансамбль военный? Он говорит, нет, это студенты Ростовского железнодорожного университета. Я очень благодарен вам за то, что вы делаете. У нас на Великую Отечественную войну с Ингушетией ушло 21 тысяча жителей. Погибли тысячами. Но сегодня мы всех их помним и будем помнить. И это самое главное. Понимаете, вопрос не в том, война есть война, а в том, чтобы память была, уважение было к военному, к солдату, начиная, сержанту, старшине, полковнику, генералу, маршалу. Неважно, уважение. Был такой период, когда, поверьте мне, 90-е годы на армию обращали очень мало внимания, я мягко говорю. Некоторые офицеры стеснялись одеть форму. А сегодня мы гордимся, и это благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Потому что он понимал и понимает, что нас никогда не оставят в покое. Если мы не будем сильны, как сегодня, и они это понимают тоже прекрасно, те за океаном или близко в Европе. Потому что четко было разъяснено, если
Владимира Владимировича Путина послушать, он настолько подробно излагает всю ситуацию вчерашнюю, 100 лет назад и будущую, предполагаемую, что становится понятно, почему мы так поступаем. Почему? Чтобы сегодня мы, взрослые, дети наши, но он хочет покой, чтобы был у внуков. Россия, вот как бы ее ни хотели, как бы ни старались ее, значит, остановить, продвижение, развитие, ни у кого ничего не получилось. Если посмотреть историю, англичанка гадит. Она всегда гадила. Вот они до сих пор, вот англосаксы, они так и живут. Это их мир. Порабощение, рабство, чтобы наедаться полезными ископаемыми. А у нас, конечно, огромная страна. Лес, нефть, руда, любая. Когда мы едины, мы непобедимы. И единственное оружие, которое они могут вынести, раздор между нами, между национальностями, религиями и еще. У них другого оружия нет. А самое главное оружие, которое мы не должны допустить, мы должны уважительно относиться друг к другу, старикам, старшим, близким. И знаете, символ этой победы. Каждый из вас, наверное, смотрел. Бабушка, которая на Украине вышла с флагом Советского Союза, вышла. И когда ей подали там нацисты эти пакет, давай флаг типа, скажи там какие-то фразы, она вернула им пакет. Вы видели по хате, наверное, который там на заднем плане, видели, наверное, ее одежду. Вы представляете, какой дух? Так вот на таких бабушках, дедушках, а сегодня на молодых людях держится Россия. Вот оно на чем держится. И когда они надругались над флагом, она сказала: мои родители за него воевали. Вот каждый из нас должен помнить, что все беды даже, которые к нам приходили, они сама причина, следствия потом разные были. А причина была, потому что нас не оставляют в покое. Мы должны поддерживать линию нашего президента Владимира Владимировича Путина. Нашу армию, наших ребят, которые сегодня на передовой. Вот в чем смысл, я полагаю, сегодняшнего дня. И еще раз хочу спасибо сказать, что сегодня ретро-поезд прибыл к нам в республику. Хотел бы, чтобы мы прочувствовали те дни, когда неожиданно напали, а мы в Берлине пришли и учили их жить. Поэтому преддверие праздника 9 мая – это еще особенно. Всем пожелания у меня, чтобы все беды для нас закончились нашей победой. Не просто прождать, не просто в стороне постоять, не просто авось пройдет, не пройдет. Ничего не проходит, авось. Надо встать и что-то делать. Ретро-поезд колесит по городам без малого 12 лет. В последний раз в Ингушетию он приезжал 5 лет назад. Поприветствовал собравшихся и замначальника Северокавказской железной дороги Сергей Дмитриев. Северокавказская ордена Ленина железная дорога поздравляет вас с наступающим праздником. 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В 11-й раз по городам и станциям Северокавказской железной дороги проходит наш поезд «Победа». Поезд памяти о тех, кто ковал победу на фронтах и в тылу, кто сложил свои головы на полях сражений, о тех, кто подарил нам мирное небо и жизнь всему человечеству.
А далее экскурсия. Махмут Али Калиматов осмотрел всю экспозицию музея на колесах и пообщался с его экипажем. У нас было 99% ветераны войны. В 1966 году пришел, там 20 лет до войны, 74 лет. Поэтому это очень важно. Сегодня молодежь, тем более я смотрю, с интересом смотрят ребята у нас. А нам, знаете, еще, что очень приятно, вот мы когда едем, работает некое такое, как скажем, сарафанное радио. Ага. Вот концерт закончился, и все, мы едем, например, в Владикавказ. Ага. Дальше колонка, там, Беслан. Вот то ли железнодорожники друг другу говорят, то ли как-то вот так вот по телефону рассказывают. Выходят целыми классами, нас встречают на перрон. И вот стоят, руками машут, цветы бросают, знаете, так вот к ногам. Это до такой степени впечатляет, что думаешь, да, не зря мы, черт возьми, поехали тогда. Ретро-поезд Победы не просто символ торжества. Он представляет собой передвижную выставку, где каждый вагон – музейный экспонат. А это командирское купе. Здесь более 100 лет назад ездил руководитель Варшава-Венской дороги. И здесь же сохранилось дореволюционное фаянсовое стекло. Сейчас его редко где можно встретить в исходном виде. Впрочем, практически весь интерьер остался без изменений. Электричество, отопление, водоснабжение – все действующее. С собой паровоз везет несколько тонн угля. Паровозная топка, пожалуй, сердце этого состава. Здесь качают воду, а машинист закидывает уголь в раскаленную печь. Работа тяжкая и в прямом смысле горячая, но к температуре давно привыкли. Очень жарко, но это дело привычки. Человек привыкает ко всему терпимо. Организм привык. Машина, паровоз, живая машина, он как живой организм. Это не тепловоз, не электровоз, где набрал позицию скорости и едешь. Тут должна быть прокинута топка правильно, чтобы не было прогаров, чтобы не поступал холодный воздух, чтобы правильно росли пары и увеличивалась тяга. Это считается ФД-20, это Феликс Дзержинский, самый мощный паровоз в Советском Союзе. Ретро-поезд Победы полностью сформирован из передвижного состава времен Великой Отечественной войны. В крытых товарных вагонах, в так называемых теплушках, солдаты отправлялись на фронт. Сейчас паровоз и вагоны все еще на ходу. Они часть музея железнодорожной техники. Музей истории Северокавказской железной дороги существует уже на протяжении 20 лет, я имею в виду его экспозиция подвижного состава. И вот эти вагоны, теплушечки, вот эта платформа, на которой стоит у нас полуторка, это все техника эпохи Великой Отечественной войны. Вот в таких вот вагончиках наши солдаты ехали с фронта, ехали на фронт, перевозились военные, там, эвакуационные грузы. Поэтому вот он полностью аутентичен той эпохи. Также здесь можно увидеть и так называемую полуторку. Эта машина пролежала на дне Ладожского озера 75 лет. 3 года назад ее подняли и отреставрировали. Рядом стоит и танк Т-60. На первый взгляд кажется, что это макет. В действительности же реальный участник боевых действий. Зрители в восторге от увиденного. Это что-то новое для нас. Это все же наша память, и мы должны помнить. К сожалению, сегодня наши ветераны уходят, их становится очень мало. А этими вот такими вот мероприятиями, как сегодня, мы поддерживаем память и заставляем молодежь помнить об этом. Я думаю, что это очень хорошо, очень правильно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за нашу победу, за наше светлое будущее. Состав по Северокавказской железной дороге отправится дальше. Поезд остановится в Нальчике, Владикавказе, Минводах, Майкопе, а завершит свой путь 7 мая в Ростове-на-Дону. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.